өзгөчө окумуштуулар, биз эмнегедир парламентаризмди 1938 жылдан бери алып атабыз. 1924 жылдан 37 жылга чейинки мезгилибиз калып жатат. Ошол мезгилде дагы Борбордук аткаруу комитети деген жогорку орган закон чыгаруу жана башка иштердин как раз башкарып келген ушулар болчу. Ошолордун башында Кыргыз тарыхында калган Иманали Айдарбеков, Оразбек сыяктуу улуу инсандар бар. 1938 жылы өз ишин баштаган биринчи чакырылыштагы Жогорку Советтин 284 депутаты болгон. 200 спейлди көп койсоңуздар. Это интересный, я вам приведу интересные цифры, интересный факт. 284 депутаттын составы 41 адам, 14,5% жумушчу, 93 адам, 32% колхозчулар, 153 52% партиялык советтик кызматкерлер, илим, билим жана башка тармактар. И көңүл буруп койсоңуздар. Билим деңгээли боюнча 17 киши, 284 кишинин ичинен 17 киши жогорку билимдүү. 36 киши орто билимдүү. 231 киши баштапкы билимдүү. 3 класса и коридор. Так вот, ошол депутаттар менен бүгүнкү залда отурган депутаттар бардыгыңардын жогорку билимиңер бар. Көпчүлүгүңөрдүн 2-ден 3-төн дипломуңар бар. Бирок биринчи чакырышта шайланган депутаттардын улуттук патриоттук сезими, эл үчүн сиңирген эмгеги, мамлекетибиздин тагдырына тоталитардык системанын репрессиянын күчөп турган, андан кийин улуу атамекендик согуштун жылдарында жүргүзгөн эмгеги улуу сабак биз үчүн. Биринчи чакырылган жыйындын депутаттарынын 3-төн 1 согушка кетип, көпчүлүгү кайрылбай калган. Согуш жылдарында бардык жергиликтүү жана жогорку советтин 12.420 депутатынын ичинен 6.823 аскердик жана эмгек фронтуна кеткен. 1945 жылдын 1 январына карата эсептегенде, мына ошол 12.420 депутаттын ичинен 45%ке жетпеген депутаттар гана калган. 1938-91 жылдардын ичинде 53 жылдын ичинде 12 жолу чакырылган жогорку кеңеш шайланды. Ошол 53 жылдын ичинде жогорку кеңешти Асаналы Толубаевтан баштап Абсамат Масаличке чейин 9 киши жетекчилик кылган экен. 1991 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Медеткан Шеримкуловтан Дастан Жумабековго чейин 17 киши жогорку кеңештин төрагасы болгон. Айтып кое турган бир нерсе. Ошол 9 киши 53 жылдын ичинде башкаргандын ичинен улуу инсан Төрөбай Кулатов деген болгон. 33 жыл жогорку кеңешти башкарды. 33 жыл. Мына могу жерде 17 мурдакы эгемендүүлүктөн кийинки төрагалар отурасыңар. Баарыңар ийиңерди түзөп, силкинбей койгула, Төрөбай Кулатов барыбыздан көп иштеген. Эмгек боюнча дагы а кишиники бизден кем эмес, мүмкүн бизден артык.
Ушул жерде легендарлы парламент жөнүндө өтө көп айтылды. Мен кайталагым келбейт, но в то же время. Уважаемый участник конференции, развитие парламентаризма в Кыргызстане свое особое место имеет. Парламент 19 созыва 1990-1995 годов. Именно на долю этого парламента выпало принятие декларации о суверенитете в 1990 году, о независимости в 1991 году, принятие первой конституции, принятие символов Кыргызской республики, введение национальной валюты и так далее. Об этом многие говорили, начиная от уважаемого президента нашей республики. Я не хочу повторять. Остановлюсь только на международном аспекте, проведенной именно данным парламентом. 15-16 сентября 1992 года в Бишкеке, именно здесь, состоялось первое пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ, на котором был избран первый председатель Межпарламентской ассамблеи. Принят регламент, образованы ее постоянные комитеты, определено место постоянного пребывания Межпарламентской ассамблеи, и мы тогда пришли именно здесь, в Бишкеке, и решили, штабом Межпарламентской ассамблеи будет Таврический дворец, колыбель российского парламентаризма. По инициативе Кыргызского парламента Межпарламентская ассамблея образовала миротворческую группу по мирному разрешению вооруженных конфликтов в Абхазии, Приднестровье, Нагорном Карабахе. Миротворческая группа МПА, возглавляемая председателем Кыргызского парламента, провела колоссальную работу по карабахской проблеме. В результате проведенной большой работы 5 мая 1994 года в Бишкеке руководителем парламентов Кыргызстана, России, Азербайджана, Армении и представителем Нагорного Карабаха был подписан Бишкекский протокол, на основе которого была остановлена самая кровопролитная война в Закавказье постсоветского периода. Следует отметить, что до принятия Бишкекского протокола было 4 резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении боевых действий в зоне Карабахского конфликта, однако они не были выполнены. Главы государств Армении, Азербайджана неоднократно выражали благодарность кыргызскому народу, кыргызскому парламенту за это. Говоря о действительно исторической роли и месте парламента Кыргызстана 12-го созыва, скажу, уважаемый участник конференции. Бывают легендарными личности, бывают легендарными боевые подразделения, но никогда парламент легендарным не бывает. Парламент – это такой орган, которого все критикуют только. Феномен парламента данного созыва заключается в том, что он достойно и заслуженно вошел в историю кыргызского государства как легендарный парламент и пользуется всеобщим уважением нашего народа. Это я чувствую и сегодня. Это доказательство исключительно редкий, феноменальный случай в истории парламентаризма международного характера. В конце своего выступления. Сегодняшнее здесь не торжественные собрания, а как научно-практическая конференция. В этой связи я выскажу 3 предложения. Во-первых, относительно легендарного парламента, когда говорят, что он прекратил свою деятельность 13 сентября 1994 года. Это абсолютно неправильно, ни юридически, ни фактически, ни исторически. Легендарный парламент сохранил свои полномочия до 1995 года марта, когда был избран новый двухпалатный парламент. В сентябре, 13 сентября 1994 года вся структура государственной власти, к сожалению, во главе с президентом того периода, сделали так, чтобы мы не смогли провести
форматное заседание парламента, сессии парламента. Просто не дали возможность, сделали так, чтобы не было кворума. Но мы провели его как собрание депутатов Жогорку Кеңеш. Если следовать тому примеру, что легендарный парламент не смог провести одно заседание и тем считать, что это распущенным, я обращаюсь к вам, депутатам, которые сидят здесь. В 2015 году состоялись выборы в Жогорку Кеңеш, и вы пришли, депутат 6-го созыва. Депутаты 5-го созыва, которые должны были открыть свою сессию 1 сентября 2015 года, не смогли открыть, потому что просто не было кворума. И этот 5-й созыв так и свое последнее заседание не провел. Значит, тогда будем считать, что они тоже распущены. Это неправильно. Здесь в зале, я думаю, сидят депутаты легендарного парламента Мухтбек Юсупович, Абдулдаев, Анвар Артыков. Жаль, что здесь нету Текебаева. Я вот присоединяю свой голос относительно Текебаева, надо его оправдать. И они бы сказали, что мы сохранили свои полномочия до марта 1995 года. Второй вопрос. Относительно распуска парламентов. Никто не имеет права покусаться на орган, который избран всенародно. Есть положение, как может быть распущен парламент. И это рассмотрено в Конституции. Других путей нету. В этой связи, я надеюсь, Росзакон меня правильно поймет, считаю, что декрет Временного правительства номер 1, который так просто распустил парламент, всенародно избранный, считаю антиконституционным, антигосударственным декретом. Нельзя, никому это не позволено, чтобы один орган покусался на другой орган. Люди, которые откуда-то пришли, распускали парламент, распускали другие государственные органы. Если мы не будем этого пресекать, если мы будем еще раз этому давать поощрение, то найдутся такие силы, которые возьмут на себя, по крайней мере, постараются взять на себя такие же функции. Этого нельзя допускать для стабильности государства, для мира и спокойствия в народе. И третий. Я с выступлением, в основном, Сооронбай Шариповича здесь согласен, я его поддерживаю, кроме одного. Как опытный конституционник скажу, сейчас как раз тот период, когда мы можем принять очень продуманно, обоснованно, не в спешке, новую Конституцию. Ведь Конституция 2010 года написана, до 2020 года не меняется. Сейчас как раз приближается именно 2020 год. Мы, вот здесь сидят многие депутаты легендарного парламента, Чыңгышев, Джумагулов, Феликс Шамбаевич, всех я вас люблю, уважаю. Вы помните, мы над первой Конституцией работали 3 года. Из них полгода работали только над концепцией Конституции. Какая Конституция нам нужна? Потом мы только приняли после 4-кратного всенародного обсуждения этой Конституции. У нас сейчас впереди замечательных 2 года есть. Если мы хотим действительно перейти на парламентскую форму правления, то надо перейти на парламентскую форму правления, а не заявлять с трибуны, а там делать уже по-другому. Это раз. Второе. Не надо бояться, что мы будем отрываться на обсуждение Конституции. Тогда давайте ответим сами себе. Мы хотим действительно перейти на парламентскую форму или оставим президентскую форму? Давайте посоветуемся с народом. Как народ скажет, так и решим. Поэтому я считаю, сейчас, если Сооронбай Шарипович сам возьмется за это и проведет новую конституционную реформу, он останется в истории кыргызского народа как настоящий реформатор. И последнее. Уважаемые депутаты,
сегодняшнего созыва. Великий английский ученый Исаак Ньютон говорил: «Если я видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов». Вы стоите на наших плечах, на моих плечах, на плечах вот этих председателей ТРА, которые были до вас. Вы стоите на плечах тех депутатов, которые есть и которые уже канули в лету 1924 года. Я желаю вам успешной работы во имя народа и нашего государства. Спасибо.